Как по-вашему, как прошли соревнования? Ну, вы правильно сказали, что первые зимние игры, можно сказать, что они состоялись. Это новая веха в истории развития якутского проекта. Вот, и думаю, что удачно, потому что по количеству стран, по количеству команд мы перевалили те планы, которые перед нами стояли, цели 20 стран, 28 команд, хорошие спортивные результаты. Тот накал страстей, который в общекомандном зачете неофициальном, да, под конец игр шел, когда 5 команд шли с одинаковым количеством золотых медалей. Это говорит о том, что конкуренция была равная, результаты были высокие. Вот. В целом, надо сказать, что по отзывам тех же команд и жителей Южно-Сахалинска, Сахалинской области, что мы подарили территории неделю праздника спорта. Вот в средствах массовой информации мы обратили внимание на то, что зимние игры планируется проводить каждые 2 года, а летние все-таки каждые 4. Сохраняется такой подход. Почему такая разница? Ну, на самом деле, такое предложение, оно высказывается постоянно о том, что игры стоит проводить раз в 2 года, так как одно поколение спортсменов, оно выпадает, если мы проводим в 4-летний цикл. Вот, соответственно, ну и учитывая то, что сегодня в повестке дня зимние игры спорта, виды спорта, они ну, получают такое мощное развитие, да, и есть потребность в Азии в зимних видах спорта. Соответственно, было принято решение попробовать провести вот именно только на зимних играх пока, в 2-летнем цикле. Вот, получится это или не получится. Но сейчас это решается, еще вопрос обсуждается. Получается, что в 2021 году будут вторые зимние игры, да? А где состоятся они? Но сегодня сейчас я утверждать не могу, потому что это будет решать правление Международного комитета. Заседание намечено на первую декаду апреля. И место проведения, и вообще будет ли 2021 год, это будет принято решение в начале апреля. А когда дети Азии вернутся к нам в Якутию? И, кстати, вообще рассматривался ли вариант зимних игр здесь, например, в Алдане или в Нерюнгри? На самом деле, зимние игры, они не родились на пустом месте. Это всегда, этот вопрос обсуждался и здесь, на уровне правительства. По учреждению их, соответственно, рассматривалось, чтобы первые игры провести в 3 городах, тогда еще Якутск, Мирный, Нерюнгри, Алдан, да, вот 4 даже города. Вот, но в связи с различными обстоятельствами было это отложено. Но затем мы решили все-таки, что мы люди не гордые, надо все-таки первые игры можно будет начать на другой территории Дальневосточного федерального округа. Что, соответственно, вот был выбран город Южно-Сахалинск. Я думаю, что это было сделано не зря. Ну вот игры будут проходить 7-й раз, ближайшие летние, да. Летние 7-й раз, они будут проходить в Монголии. Как готовится Монголия, вообще как у них со спортивными объектами, и готовы ли они принять спортсменов? Ну, надо сказать, что это тоже для нас новый вызов. Если зимние игры были за пределами республики, но в Российской Федерации, то сейчас 7-е игры в Монголии – это суверенное государство, как мы знаем. Соответственно, подготовка идет полным ходом. Сегодня возводится целый городок, так скажем, спортивный под игры, ну, который в последующем, конечно, будет передан населению. Деревня спортсменов – это жилые корпуса, где будут размещаться у нас и судьи, и тренеры, и спортсмены. То есть все будет компактно. Возводится стадион на 15 тысяч зрительских мест. Начато строительство бассейна, Ледового дворца, стрелкового центра. То есть работа идет полным ходом. Я думаю, что это будет тоже новый такой этап в развитии нашего проекта. И что Дети Азии еще раз заявят о себе в следующем году уже на более высоком уровне. А вот интересно, останутся ли в программе следующих игр, которые состоятся в Монголии, якутские национальные виды спорта? И, может быть, монголы включают свои национальные виды спорта? Ну, совершенно верно. У нас в концепции игр по документам Международного комитета прописано 15 обязательных видов спорта, где бы игры не проводились. В их числе и 3 вида спорта якутских национальных видов спорта. Это хапсагай, масс-рестлинг и якутские прыжки.
То есть и в программе Улан-Батора эти виды спорта также будут присутствовать. Также по этим документам можно, ну, любая принимающая сторона, она может включить свои виды спорта. Так вот, допустим, монгольская национальная борьба тоже будет в программе игр 2020 года. Кураж, которая, да, по-моему? Нет, есть кураж, есть еще национальная монгольская борьба, она так и называется. Вот она больше похожа вот на тувинскую, бурятскую борьбу. Вот, у каждой национальность называет свою борьбу по-своему. Да, схожие Спасибо правила. большое, Владимир, что подошли к нам в эту студию, порадовали новыми новостями, связанными с тематикой игр «Дети Азии». Хочется пожелать, чтобы в апреле было принято окончательное решение, и в 2021 году один из регионов нашей страны принял игры «Дети Азии» уже вторые зимние. Удачи вам на этом пути. Спасибо большое.